Всем привет, народ! Дровушка. Так, 17 идей должен быть. Ширина 4 штуки. И сегодня к нам предстоит, я расширил засыпку. Было так и вот так где-то. Я расширил по бокам по 3 метра, чтобы подушка была конкретная. Сегодня будем делать, как говорится, начинать с нуля. Будем установить колышки, где что будет стоять. Вот. Потом уже будем знать, где будет стоять молот пневмо. Наверное, в районе того. Но много ни мало видел всяких кузень. Но я в башке думал. И не надо тут нечего придумывать. Главное, чтобы было удобно. Расстояние от горна. А горн у нас не только газовый. Возможно, и будет электрический. Возможно, и будет. Невозможно, а точно будет на твердотопливном, на угле, на дровах. Так что будем найти нейтральную такую зону, где сразу стало горячо, стал ковать. Такое место сегодня найду. И на фундамент я долго думал, но по практике у нас тут, если вы не в курсе, уже, если не ошибаюсь, это 12-й молот. 12-й молот. Вот. Только в моем деревне, только в моем селе под названием это Киоль. Вот. Ну, у них там фундамент у некоторых цементная, бетонная, некоторые деревянная. Ну вот срок службы, и у некоторых я поработал, там биение, скачет, не скачет, все просчитал, но остановился на деревянном платформе. Почему? Потому что она просто стоит, не прыгает, не дергается, стоит и все. Если фундамент у тебя там, не надо там сваи там забивать, умники скажут наоборот, может и сваи нужна, скажут. Нет, вес 3-тонный, это вес автомобиля на двух, скорее всего, квадратных метров. Давление будет не очень такой шикарно большим, нормально будет. Так что сегодня мне предстоит уже фундамент делать деревянный. Размерчик сейчас уточню, поеду к великому мастеру, чего фамилия Белюкин, надеюсь, он дома. Вот. Он не любит такие рисоваться, он запретит, реально запретит съемки. Вот. Так что снимать не буду, просто размеры сниму. Фундамента примерно там 60 ширина, передняя, задняя 80 и длина по длине, по-моему, метр. Вот и будем
рисунок делать. Переедем уже готовой размерами и уже посадим. Смотрим. Полонь, это. Это. Адректа. Говори. Не. Атакайра. Рене. Краграт ката. Пускай молодежь работает, все равно ихняя кузня будет, им останется. На память снимаю доказательстве, что приняли участие. Первых фундаментских работах. И у нас 5 августа. И у меня очень долгожданная хорошая новость. Наконец-то приехал. Железка моя в городе Якутске. Сегодня позвонили. Вот на днях, надеюсь, поеду. На этой неделе хочу. Да и заодно начинать стройку. Ну вот фундамент. Там 3 деревяшки длиной 2,5. И на нем будет уже квадратик. Будет 4. Утро 4 платформа под молот. Их зарою. И все. Короче, ко мне гости. Привет, народ. Сегодня 6, по-моему. Или 7, не помню. В общем, сделали мы фундамент. Делали, надо сказать, по желанию. Вот он. Внизу плот. То есть внизу длинные деревья вдоль и на нем насквозь. Ну, видно, да? Вот насквозь винты длинные. На нем будет садиться сам молот и прикрепляться. По радиусу, по углам. Если по колышкам, то молот будет не посередине, а в районе угла. Вот. По углу. И вчера ко мне приехали ребята. Я, вернее, позвал, чтобы оценить стоимость работы каркаса. Они указали на небо и стоит как подержанная машина. Цены не только космические, но оказались сверхгалактические. Оказывается,
сварить пару швов в течение 2 суток стоит очень дорого. Вот, так что в поисках хороших сварщиков, самое главное, либеральными такими ценами. По идее, сам могу и запросто. Вот. Сэкономить финансы как бы. Но я экономлю время. Если я сюда перееду, то все ваши заказы останутся на сентябрь, а сентябрь уже у нас и не только у меня, но и у вас сезон охоты. Если я буду, но все равно я буду делать заказы. Вот. Если буду делать заказы, то я потеряю август. Сентябрь у нас наступит быстро. И в сентябре уже первый снег. А пока у меня сзади поле с колышками. Вот такой у меня непростой выбор. Тем не менее, заказы делаю. Вот. На этой неделе хочу отправить 5 ножей своим хозяевам. Даже возможно 8 или 7. Короче, активно буду ковать и делать. Сенокос, ребята, позади. Вот. Маленькие дела по дому, по хозяйству. Но эти маленькие дела из-за чего-то становятся мега большими, проблематичными и так далее, так далее. Они съедают самое главное у кузнеца — это время. Надо уделять время. Каждые сутки. Это уже нервы моих клиентов. Вот. А перед вами стоит не робот, который человек, тоже с семьей, своими проблемами. Вот. И тут картичник, перчик добавляет мои клиенты. Звонят, ругают, даже угрожают. Конечно, не в трезвом виде. Есть такие нынче появились. Да. Но толстая коза давно уже впервой. Вот такая задача предстоит нынче у меня сегодня. Ну, ищу молодых энергичных ребят, которые бы быстро сварили за иную сумму. Все. Я бы уже приступил бы к другим делам. Но пока у меня на сегодня вот такие новости. Вот такие новости. У нас уже некоторым местам желтеют листья. Вот. Скоро будет золотая осень. А у меня пока нет. Ну, не унываем. Только начинается. Давайте, до скорой встречи.